Все, скоро белые ночи начнутся. Посмотрим, что день грядущий нам покажет. Слушай, я думал, у нас 11 часов ночи, а оказывается без 15-12. Да. Через полчаса уже рассвет. Расцветет. Уже видно будет без фонарика. 12 часов ночи, у нас такие небеса. Зрение лучше видит различие достаточно светлого неба, чем видеокамера. Сегодня 9 мая, День Победы. В честь 9 мая, когда советский народ победил фашистскую нечисть, и опять нечисть нацистская лезет к нам. За всех героев, известных, неизвестных. Давай, залпанем. А так, пусть знает и чует. Бандеровцев к бандере, блин. Ну, а мы традиционно на охоту. Так, а сегодня как река? Охренеть. Охренеть. Так, лодка-то плавает. Дерево упало. Ух, мошняцкая. Так, повезло, что мимо лодки. Повезло. Так, это что, еще упала вода? Ну-ну. Что-то смотреть надо сейчас каждый раз. Интересно, сосна, которые ожидали, что она упадет, тут она достаточно глубоко подмыта была. Целая осталась. А сосна, которая там дальше стояла, да она мошняцкая, конечно, упала. Редиска. Упала чуть нашу лодку опять чуть не похоронила. Ладно. И судя по тому, что песок-то на другой стороне, в принципе, утонул. Вода поднимается. У нас вроде ничего такого и не было. Это из-за снега, что ли, так, что он тает? Вода поднялась. Еле догнал тебя. Ну ты шпаришь. Короче, Валерий Батькович, сосна, которая ожидала, что упадет, нифига не упала. И за нашу лодку далеко упала. Повезло. Водает. Вроде ничего нету. Что снег тает, а дождя-то особого и нету. Не было. С чего поднимается река? Бог его знает. Есть еще снег в лесу. Дождей-то не было, снег тает. Из-за этого и поднимается река. Плавают. Прячется. Самка. На меня поглядывает. Нафиг ты нужен? Слишком жирный. Самку хочет. Ты куда? Блин, ты куда? Качаешься. Ну, где ты там? Ёлки-моталки, крутится. Интересно, рябчик пор-пор. И утки, которые сидели подплыли ко мне, испугались, улетели от этого фррр. Зуб пугает. Пуганые всякого звука боятся. Ну, рябчика я на развод оставил. Осенью не стреляем. Ну ты забрался. А второй выстрел ты достреливал? Достреливал. От меня
Две пары прилетело в эту сторону. Смотрю, вон наклонное дерево валяется, там штуки 4 уток всяких загорает. Рядом вот так торчком метра 2 торчит. Там парочка тоже прижавшись друг к другу. Я смотрю, тут богато, блин. Да. Пока мы там бегаем, стреляем, позже они тут малинник устроили. Кормиться начали, я крякнул, покрякал, они поплыли обратно. Бах, самца этого. Он не улетел. Вот так голову что-то подувает, думаю, бум старым. А шум такой поднялся, и кря-кря, и пись-пись, и кряк, и уже все утки куда-то туда подались. А я что, 2 выстрела зря сделал. Сел за елкой, думаю, меня не видно будет. Хрен, меня не видно, я и уток не вижу. Там пара прилетела прямо напротив, а я сквозь елочные сплошняком иголки. Я ее никак разглядеть не могу. Потом сидел, они сидят тоже сидят. Думаю, скоро домой идти в избушку, думаю, стрельну, что получится. Стрельнул, в елках такая дрянь получилась. Я думаю, что резко сократилась. Нырнул. Потом там метров через 20 вынырнул, а я в это время выбежал на пригорок. Я ему бабах! Но видно, хорошо легло, четко, где он там выныривал. Успел нырнуть снова. Потом еще метров 20 вынырнул и улетел. Так, ну-ка, покажи, где она там. На воде или в кустах? На воде, вон там. Ты на таком расстоянии стрельнул? Я здесь стрельнул, но ветром? ветер нес. Чтобы я потом не потерял, я за лодкой схожу, а ты пока оставайся, направить меня на пути. Указывающим перстом покажу. Да. Тут зарастать начал. Стой! Ты куда? Все, солнце вышло. Солнце вышло, так печет. Ух ты, красавец! Хе-хе. Ура! Нормалек. Ну ладно. В прошлом году 2 утки стрельнули, а сейчас на 200% перевыполнили. Две ночи назад поставил полметра над болотистым местом, а тут чуть не половина в воде была. Вот вода поднялась, мать ее, за ногу. Спасать срочно. Она вышла из строя или нет, интересно? Ой, чуть-чуть водичка была. Батарейки в воде, карта памяти тоже в воде. Вот блин. Хотел на уток там поставить. Тут надо сушить и проверять, остался на работе или не остался. Мониторчик работает, но лучше подсушить. Ай, филин на охоте бывает и не такой. Интересно, Блубер-то попался или не попался? А? Слушай, здесь, по-моему, снег был, когда мы сюда шли, на озеро. Тает быстро. Если вам по всей дороге, так таял. Не говори. Изо рта пар идет, -1. Ну и луна немножко светит. Ладно. Завтра новый день. На установленную в кустах на бобра фотоловушку, ясен пень, больше всего нарисовались самые различные птички. Чаще всего здесь порхали
Любители таежных лесов свиристели. Эти ребята с хохолками не любители в одиночку летать, поэтому рисовались небольшой, но толпой. А вот луговой воробей, залетевший вглубь тайги, немножко удивил. Ведь до ближайших человеческих построек тут дофига километров. Пролетавшие вдалеке утки тоже иногда попадали на видео. А волна по луже, думаю, тоже от птичек. При покупке фотоловушки «Филин» мне в магазине поклялись, чуть не побожились, что фотоловушка срабатывает только на теплый предмет. Можно сказать, это чистые враки. Реагирует на все, что движется, чихает и шевелится. Травинка качнулась, комар пролетел. Правда, это позволило мне снять, как при подъеме воды в реке стало потихоньку заливать озеро. Да так быстро, что чуть не утопил свою фотоловушку. Интересно, что своими случайными включениями фотоловушка все-таки засекла бобра, как он плавает по озеру и бегает по болоту. К сожалению, эта редиска не расскажет, почему он стал избегать свою старую канаву. Испугался свежеустановленного в тайге подозрительного предмета или что-то другое.